Ну вот и утро. Всех с добрым утром. У нас оно не очень доброе. Утка не летит. Не знаю почему. Правда, был выстрел один. Рома даже к себе в шалаш не пошел. Решил остаться в избе, дрыхнет. Короче, на Печоре стреляют, на Печоре утка летит. Здесь утки нет. Я тоже поначалу вышел, был сильный ветер, думаю, нет, таки нет, не пойду. Залез в спальник, но потом все-таки смотрю, светает, тем более Вовка выстрелил. Выбежал, прямо выбежал, думаю, все-таки она пойдет. И решил во что бы то ни стало сидеть и ждать. Пусть даже она не летит, пусть даже она не идет, но будем ждать. Вода прибыла, вот она здесь, ее сколько воды. В броднях вон запасу остается сантиметров 10, наверное, не больше. Местами еще глубже, надо ходить и проверять все палкой. Ну что, ждем. Камеру на голову, пока выключаемся, и ждем. Вот она, широконоска. Полетела к Ромкиному шалашу, а Ромы там нет. Ромы нет, а чучела стоят. И вертикально прямо плюхается туда, к чучелам. Широконоска, черки, они такие любят травянистые места. А вот открытые места с водой больше любит хохлатая чернить. Гоголь, хохлатая чернить. Такая нырковая утка. Ромка все-таки проснулся. Решил пойти в шалаш. А я его на куртку одел. Я думал, он не пойдет уже. Ветровлагу. Вот так и идет раздетый. Продует его там в том шалаше. Только что крутанулись 5 серых уток. Не знаю, или вон еще 2. И к Ромкиному шалашу, а Ромка еще далеко. Эх, чуть раньше бы тебе, сынок. Чуть-чуть бы раньше. Вон они кружат над шалашом. А Рома еще не на месте. А так вот, или спать, или добывать. Вижу, возле Вовкиного утки плавают. Уже видно. Там чучелов нету, значит, это 100% утка. Даже что-то крупное. Может быть, даже гусь. Не знаю. Или кряква. Что-то крупное. Ромка утрянку проспал сегодня. Так бы широконоску точно бы он добыл. Вот эти 5 уток туда сели. Что-то бы, да что-то бы по-любому взял. Вон 2 утки летят. Не знаю, что за утка. Так. Далеко. Крутанулись и обратно. И обратно к Ромке туда. О, хорошая стая летит. Хорошая стая. 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ух, залетали. Это Ромка, наверное, их всех расшугал. Еще двое. Это все с Ромкиного шалаша пошли. Так. Связи. Высоко. Вот они. Высоко от меня. Стрелять их смысла нет. Не возьмет. Пошли к Вове. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, штук 15 точность. Верхом пошли.
покрутились над шалашами и решили смотаться. Вот так вот, Ромка. А сидел бы ты с утра в шалаше, пострелял бы уток. Вон еще одна, вот еще две. Высоко. Эти две высоко. Серая утка. Еще одна летела. И там вот стая кружит, штук 15, наверное. Над лесом что-то. Рома там не успел сесть в шалаш. Сюда пошли. Нет, вот они. Чирки вроде бы. Ага. Блин, далеко от шалаша. Далеко. Нет. Крутанулись. Не в мою сторону. Пошли туда. Что-то их смущает. Вверх поднялись. Блин, Ромка, давай быстрее в шалаш садись. Пошли на снижение к Ромке. Давай. Давай, садитесь. Сядьте к Ромке, к чучелам. Рома вроде бы уже в шалаше. Давай, чтобы не напрасно он шлепал по этому болоту полчаса, чтобы дойти до шалаша. Все понимаю, если бы вышел здесь бы досел в шалаш, было бы легко и просто. Вот они кружат, все кружат над Ромким шалашом, но не сели. А так тёпать по болоту полчаса. Лучше поспать. Ну садитесь вы уже, ёпрсы-то. Дайте. О, пошли на снижение. Давай, сядьте. Не знаю, сели, не сели, но куда-то туда пошли вниз. Дай бог, чтобы сели. Пять штук. Опять же не долетели до меня. Так. Связи, походу. Еще 5. Блин, и Рома в это время выстрелил. Резко после выстрела поднялись вверх. Вот они. Блин, снижались уже? И нет, пошли вверх. Там 5. Молодец, хоть Рома добивает. Значит, не зря ходил. Вот он поднялся. Значит, не зря выходил, не зря топал по болоту. Одиночка. Вон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 связей. А утки уже летят высоко. Пошли на снижение. Мы пошли поздно. Пролетели меня и пошли на снижение. Сейчас, возможно, сядут к Вове. Все, пошли на центр озера на снижение. Значит, к Вове. Значит, скоро сейчас будет выстрел. Если не крутануться. Они, главное, меня пролетели и только потом пошли. Видели мои чучела. Но уже не стали возвращаться. Хреново. Почему-то вся утка летит справа налево. Против ветра. Против ветра летят на север. Волка там крякает. У духовой инструмент. Пе-пе. Мы не крякаем.
Мы так смотрим. О, Рома ходит там, достает что-то, значит добыл. Ну слава богу. Не просто вставал. Не просто топал, не просто мерз. Что-то добыл. Был выстрел от Ромы. Был второй, значит добил. Это хорошо. Стайка поднялась. Неплохая, вот, кружит. Но до меня не доходит. Молодца, сынок. Пошел доставать. Ай, молодца. Хоть кто-то добывает из нас. Так мало, но нет. Одна в полчаса. Одна-две. Потихонечку появляются. Массового перелета так и не было. Обычно летит день-два массово, когда получаешь действительно огромное удовольствие от стрельбы и добываешь неплохо. Все годы его не было. Так потихоньку вся утка и ушла. Охоту открыли поздно. Она, видать, раньше пошла, еще до открытия охоты. Со снегом, может быть. Не знаю, как бы то ни было. Но утки очень мало. На Печоре вся утка. Вся утка на Печоре. Одна широконоска от Ромки поднялась. И пошла. Пошла к лесу. К вою пошла, поднялась высоко, резко так почему-то, главное. Что-то ее встревожило. Пошла к Вовиному шалашу. А Ромка, видать, замерз. Все. Пошел в избу. Ну и ладно. Свое он добыл. Может чистой совестью идти спать дальше. Пролетело 2 гуся. Но только далеко. Не высоко, но далеко. Там вот, по той стороне, вдоль леса. Если бы я сидел на том краю болота, озера, то есть, был бы шанс. Так далеко. И промчалась широконоска по ветру пулей. Одна. Без никакого намека, что она сядет. Гуси ходом пошли. Жили в бабусе 2 веселых гуси. А я тут разгибаю проволоку тонкую, хочу согнуть березку вот эту, она живая, кстати, растет, соединить с этой елкой, потому что она мне здесь стреляет, мешает стрелять в лед. А так ее согну потихоньку, и она потихонечку, она так и будет расти, как бы создавая естественную арку, можно так сказать. И осенью здесь будет все красиво. Она так и будет расти криво. Живой шалаш. Сейчас мы это сделаем. Вот так вот я хотел. Как раз вот делал эту арку. Короче, засветился вот гусями этим, получается. Они меня срисовали. Конечно, вот так я на открытом месте, а не вот тут вот. Хочу сделать так вот. Вот эту ветку закрепить вот с этой веткой. С 4 ветками даже закреплю.
Ну, пусть растет. Пусть растет, пусть привыкает. Потом можно будет дальше загнуть ее. Ждем дальше. Вот такая вот арочка здесь будет со временем. Еще вот эту ветку соединю с этой. Или с этой, вот с этой, наверное, да. Вот с этой. Вообще шикарно будет. Ветер все сильнее и сильнее. Сделал вот такую фигню с березы. Соединил ее. Теперь у меня обзор на выстрел стало лучше. Еще эту елочку загнуть. Ну ладно, пусть будет. А мы все ждем. Хотя уже надежды нет никакой. Утка не летит. Окоченел уже, замерз. Шея ледяная. Выдуло полностью все тепло. Надо в избу идти, наверное. Так, все, ждем еще минут 10, не больше. И в избушку. Так получилось, что вместо 10 минут я проторчал больше часа. И хоть бы кто-то что-то. Две широконоски пролетели верхом, плюхнулись на болото. Но там никого, ни Рома, ни Вова нет уже. Еще стайка с печоры пришла, туда же плюхнулась. Одиночка плюхнулась. Короче, вся утка падает на болото. Здесь ни одна больше не пролетала, не приближалась. Все пусто. Если когда светало еще что-то было, то как рассвело, все, тишина полная. Ветер продувает насквозь. Я просто уже околел, окочурился тут. Все, надоело. Пошел в избу. Время 6 час. Перекушу что-нибудь, посплю и днем, если не будет ветра, еще посижу. И сетки тоже проверю днем. Короче, будет день, будет пища. Утренняя зорька у нас прошла впустую. У меня впустую. Было пару шансов, но я их не использовал. Ромка что-то добыл. А что, мы сейчас пойдем и узнаем. Все, хватит. Бежал в избу. Рано я выключался. Налетела стайка. Уронил одну. Уронил вторую. Две утки. Две хохлатые черники. Все-таки, друзья, я добыл. Только сказал, что ухожу. Вон еще 3 летят. Но это черки, что ли? Это черки пролетели. Заметил, хорошо, что заметил. И получилось. Все-таки 2 утки я добыл. И 2 утки я добил. Значит, все-таки не впустую. Правда, пришлось добивать каждую подранком. Что первая, что вторая остались подранками. Но добил я лучше сразу. Значит, придется все-таки доставать лодку. А если я достану лодку, то придется тряхануть сети. Хотя бы те, которые поблизости. Все-таки, друзья, не зря я торчал и мерз на ветру все утро. Часа 4, наверное. Все-таки боженька меня наградил 2 уточками. Нормально. Вот они, 2 хохлатые черники. Конечно, отсюда не видать, но они есть. Вечером 2, утром 2. Нормально. Летят гуси. А у меня
А у меня. А у меня. Вот они. Так, пропускаю и стреляю. Вот они. Мимо. Мимо. Рано ушли в сторону, заметили скрадок. И стрелял уже издалека, получается. А так хорошо шли. Но очень рано они метров за 100, наверное, ушли в сторону. У меня 4-й номер только. Так красиво шли. Но тут резиновая лодка, вот тут скрадок. Может, меня что-то заметили как-то, хотя здесь навряд ли меня они могли видеть. Но срисовали. Срисовали и рано повернули в сторону. А шанс небольшой был. Чуть-чуть бы они хотя бы метров 50 еще ближе подлетели, можно было бы бабахнуть неплохо. Ну что, мазило, скажем так. Не будем говорить, что это было далеко, что это 4-й номер. Мазило. Я из 5-го номера вот осенью попал в лед. Ну так же примерно и было, да, как сейчас. Правда, одиночка летел. Сейчас стая была хорошая. Ах! Как бы было прекрасно, если бы гусяка упал. Но, увы. Но хоть посмотрели. На Печоре пошла стрельба. Гоняют уток. Ну а я решил выйти все-таки шалаша. После гусей никого так и не было. Подождал еще с полчасика. В конец замерз. Хочу показать вот старый шалаш. Раньше я здесь сидел. Тоже, в принципе, ничего. Осенний вариант, как бы. Осенью здесь тебя незаметно, но весной надо постоянно обновлять. И, как вы видите, сидеть приходилось в воде. Плота здесь нет. Так вот спрятал я лодочку. Сейчас подкачаю один баллон, пропускать немного. Соберу своих 2 уток. Хлад вечернить. И попробую проверить сети, если получится. Но не знаю, ветер навряд ли что-то получится. Не успел сесть в лодку. Заметил стаю съездить, штук 30, наверное. Бегом в шалаш, спрятался. Покружили и сели прямо возле Ромкиного шалаша к чучелам. Чуть дальше от шалаша. Чуть дальше от чучелов, но метров 40. Вот еще 2 сели туда. Метров 40, не больше. 40-35. А Ромки нет. Ромка дрыхнет в избе. Ох, сейчас бы он со своей одностволочки. Бам! Ну что, подождем. Может, залетят в нашу сторону, отдохнут. Посидим, подождем. Пока выключаем. Так, взлетела от Ромки эта стая. Что, попробуем. Далеко. Блин, далеко. Отдохнули, сели, отдохнули, полетели, но далеко. Стая хорошая, штук 30 точно. Сейчас. Ладно, что, минут 10 подождем, да пойдем уток собирать. Ну что,
Поехали за утками. Опа, опа, опа. Ветер, ветер, ты могуч. По ветру-то хорошо будет. А против как? Вон стоит моя сеточка. Которую вчера закинул. Коротенькую. Что-то рыбы здесь не вижу. Ладно, потом проверю, если получится. Вот одна уточка. Прибила ее сюда ветром. Если бы я ее не подобрал, ворона бы быстро подобрали. Вот такой вот самец хохлатой черники. Вот такой вот хохолок у нее. Вот такой вот парниша. Красавец. Ну хоть не зря морозился все утро. Не зря. Так, и где-то еще должен быть. Лишь бы на болото не вынесло его. Вот он, вижу. Ага. Вижу. Уронил в лед одного. Оба подранились, пришлось добивать. Так, тормозить. Тоже самец. Он такой вот красавчик. Ну что, попробуем. Вот это край озера, то есть начало получается. Блин, да что такое, стоим на месте. Вот он мой шалаш, который на границе озера и болота. А вот болото, сейчас я вам покажу. А вот тут вот мы уже проходим по кочкам, по болоту. Очень опасно, короче, все это ходуном ходит. Не знаю, не получится, наверное, сегодня у меня проверка сеток. Против ветра вообще никак. А все сети у меня стоят по ветру. Ой, против ветра, то есть. Так, просто гляну. Вот тут вот 40-очку кинул. Крупную чаю. Палка тут. Так, гляну. Просто ради спортивного интереса. Если получится, тряхану. Но походу ни хрена у меня не получится. Набило все травой. Не получится проверка. Ни хрена. О, рыба есть. Окунь. Хороший окунь. Сейчас мы попробуем тебя снять даже, если получится. Вот такой вот окунь влетел в 40-очку. Ой, бляха-муха. Аккуратней проткнешь лодку. Ну и сейчас, конечно, мы всю сетку стянем к берегу, а вытащить ее уже не сможем. Короче, одному проверка не получится. Ни хрена. Вся сетка стала в одной куче. Влетел один окушок. И мы вот такое вот говно сделали. Все в одну кучу. Короче, проверка. Надо ждать, пока утихнет ветер. Вон ветром. Что, даже если рыба есть,
Мы сейчас просто все в одну кучу соберем и все. Сейчас надо попробовать растянуть ее обратно. Один окушок летел 40-ку. Получается. Одной этой рукой навряд ли получится. Ладно, прижму ее так. Попробую немножко хотя бы растянуть.